Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие подарки вам готовит судьба? Давайте же посмотрим, чего вам ждать, на что надеяться. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие подарки мне готовит судьба? Можете даже и назначить свой срок, только, пожалуйста, не загадывайте слишком близко. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие подарки готовит вам сама судьба. С чем это будет связано, как вы их получите, что исполнится, что свершится. Так, ну что, мои дорогие, начнем по порядку. Во-первых, здесь в основании звезда. Видите, какая красивая, прекрасная звезда вам вышла. Звезда — это всегда исполнение самой заветной мечты. Вот та мечта, то желание, которое у вас в душе, в сердце, о котором вы долго думаете, мечтаете, самое несбыточное, да, на которое даже вы и не надеетесь, вот оно обязательно исполнится. И это уже прописано в вашей страничке, да, в книге судьбы. Смотрите, звезда в основании. Основание — это и есть момент того, что здесь и сейчас, да, буквально может быть в течение нескольких часов, может быть в течение нескольких дней. Желание ваше самое заветное, оно исполнится. Оно исполнится, конечно, знаете как? Возможно, вам пришлось побороться за это желание, возможно, пришлось пройти очень много испытаний, каких-то неурядиц, да, как говорится, 7 кругов ада вы прошли ради того, чтобы это желание исполнилось. Я вижу, что исполнение этого желания, оно в какой-то момент, да, вот первый даже какой-то момент, оно просто будет для вас шоком, да, шок от того, что наконец-таки это произошло, наконец-таки это случилось. А потом, знаете, у кого-то даже будут слезы счастья, потому что так долго ждали, так долго мечтали, что просто, да, вы себе не сможете объяснить, почему я плачу. Ведь все так хорошо, ведь все решилось, наконец-таки мечта, желание мое сбылось. Вот этот момент очень четко. Я хочу вас предупредить. Здесь, смотрите, какая кошка пытается напрыгнуть на вашу звезду. Вот, видите, кошка с таким большим длинным хвостом. Берегитесь, потому что кто-то из вашего окружения, может быть, кто-то из близких, даже родных людей, там, не знаю, знаете, там под масочкой кто-то ходит, кто-то попытается ваше счастье забрать, прибрать себе, да, украсть по-тихому, по-хитрому. Будьте аккуратны. Знаете, здесь может быть спровоцирован какой-то вот шорох, да, вот какие-то, может быть, там скандалы, крики, проблемы. И под вот эту вот песенку, да, проблем могут у вас увести ваше желание. Будьте крайне аккуратны. А вообще, я не знаю, то есть я бы вам так сказала, что кто-то вас окружает нечистый на руку, да, с недобрыми мыслями, с недобрыми взглядами. Этот человек очень умело маскируется, при этом, но до поры до времени, да, он себя не показывает. Но будьте аккуратны, потому что тут такой момент есть. Плюс здесь вышло еще колечко. Видите, колечко обручальное у нас вышло для помолвки. У кого-то может произойти именно обручение, кому-то сделают предложение, либо вы кому-то сделаете предложение, либо вам сделают предложение. Тоже будьте аккуратны, потому что здесь кошка, у нее, смотрите, голова тянется к кольцу, а лапками она пытается к себе притянуть вашу звезду. Возможно, какая-нибудь подружка, подушка, да, которая и спит, и видит, да, как бы забрать ваше себе. То есть будьте аккуратны, потому что человек может пойти на какие-то прям отчаянные подступки, лишь бы
забрать желаемое, вот так вот я скажу. Так что будьте аккуратны. Здесь, кстати, вот да, идет предложение. Предложение тоже долгожданное, потому что кольцо у нас в горизонте вышло в моменте ожидания. Долго вы ждали, долго кто-то уже даже перестал надеяться, что меня там замуж позовут, да, либо будет состоиться, да, наша помолвка. Но тем не менее, смотрите, предложение будет сделано. Да, по времени много занимает, много, потому что здесь песочные часы вышли, и они показывают время, которое вот ожидание у вас было, но тем не менее предложение вами будет получено. Либо если смотрит меня мужчина, то вы предложение таки сделаете. Сделайте, женщина согласится. Здесь, конечно же, и радость, и счастье вас ждет, и разговоры, очень много разговоров. Знаете, вот главное, не загоняйтесь в этих разговорах, потому что может пойти такой момент, что у вас здесь лошадка с хвостиком, да, петуха. То есть вы можете прийти к такому выводу, что мы сейчас, да, на данный момент не можем ни пожениться, ничего, потому что и денег нету, и жить нам негде, и пятое, и десятое. Хочется так свадьбу обустроить, чтобы там были те, чтобы были там, не знаю, какие-то штучки-дрючки, да, особенные. То есть типа один раз женимся. То есть какой-то момент может быть... будете двигать даты, я вам не рекомендую. Я рекомендую вам пожениться, расписаться, а потом уже праздник вы можете устроить в любое время. Вообще это свадьба, это праздник для двоих на самом деле, да, два человека, которые должны объединиться и быть счастливы. Так. Что я еще хочу вам сказать по поводу подарков? Ну, я сказала вам, да, тут в основном основная тема идет, это исполнение вашей мечты, потому что звезда вышла у нас в основании. Здесь, кроме этого, по подаркам идут моменты, когда вас защищают. То есть будет какой-то момент, ну не знаю, катастрофы что ли, какого-то катаклизма, что-то вот прям вокруг вас рухнет, да, но вас это не зацепит, потому что вы под надежной защитой, вот он ваш ангел вышел с таким огромным крылом, и ангел вас защищает, не только вас, но и ваш дом, то есть вас беда не коснется, она пройдет мимо вас пройдет. И этот момент вы очень хорошо почувствуете. И знаете, это, наверное, самый важный дар, который вы получите от судьбы, потому что когда вы подумаете, да, о том, что произошло, о том, что случилось, и если вы на себя примерите эту ситуацию, но вы ужаснетесь, да, и насколько вот вас реально отвели от беды. В этот момент, конечно же, очень хорошо поблагодарить нужно, поблагодарить высшие силы, Вселенную, ангела-хранителя, Всевышнего. Вот благодарите прям от чистого сердца, от всей души. И хорошо бы было сходить в храм и сделать подаяние, откуп, пожертвовать, да, вот за свое спасение, то есть расплатиться, вот это тоже будет для вас замечательно, потому что в следующий раз, да, то есть как бы знаем, да, есть такое даже высказывание, что долг платежом красен, то есть обязательно нужно благодарить и словами, и делами. Обязательно, да, за какие-то, ну, такие счастливые, назовем их, случаи. А у вас такой счастливый случай произойдет. Буквально произойдет через, я не знаю, там месяц-три. Вот такой срок идет. Здесь как-то, ну, касается не только вас лично, персонально, но и ваш дом, то есть близкие ваши люди тоже, они как бы под крылом ангела получают. Вот прям такое двойное крыло вашего ангела. И мало того, еще ангел, он с мечом, он защищает, причем так конкретно вас и вашу семью. Вот такая ситуация у вас произойдет. Так, но это хорошее, счастливое событие. Конечно же, я никому ничего не хочу накаркать, да, из плохого, но тем не менее я говорю то, что я вижу. Так. Следующий момент. Смотрите, вы тут рыбачите. Видите, человек с удочкой рыбачит. И вы знаете, что вы поймаете? Но это не золотая рыбка, это просто какой-то, вот, я не знаю, мешок денег, что ли, да? К вам не золотая рыбка плывет, к вам плывет именно какой-то мешок денег, полная чаша, полная корзина, ресурсность плывет, ресурсность. Дар будет такой, дар именно ресурсности. Ресурсность может быть как и время, так и деньги, так и здоровье. То есть вы ловите рыбу в очень мутной воде, и вы не знаете, что клюнет на вашу удочку. Но вам судьба приготовила именно счастье, именно удачу, и именно вот прям, как знаете, счастливый случай, говорят, да.
вас вот период жизни, я, кстати, уже не первое гадание, которое у меня так выходит, я вижу, что здесь просто ну, какой-то коридор возможностей. Наверное, сделаю я гадание, посмотрим, когда это у вас произойдет, но то, что коридор возможностей здесь будет, это точно. Этот коридор, он не всегда, да, вот он бывает четко, да, вот идут дни возможностей, он может расширяться, он может сужаться. То есть, знаете, вот он по времени может быть и вверх, и вниз, да, и по ширине разный. Он для каждого человека уникальный происходит. Но то, что такой коридор возможностей открывается именно для девочек, мальчиков, которые смотрят мои гадания, это точно, потому что не первый песок, который мне об этом говорит. Вот, так что, дорогие, надо будет посмотреть, мне отдельно сделать гадание, обязательно сделаю. Вот, и будем смотреть. Я вижу, что этот коридор возможностей у вас будет. Будет, но только что-то мне не очень нравится, как вы на него реагируете. Возможно, вы растеряетесь в первые несколько мгновений, да, вот дней, может быть, у кого-то вообще месяцев будет, да, но вот какая-то ваша внутренняя зажатость, скромность не позволяет вам воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы себе набрать бонусов до профитов. Знаете, вот эта скромность, она, конечно, украшает человека, да, но есть случаи, когда она реально вредит. Вот я всегда говорю, да, и бабушка моя всегда мне это говорила: дают — бери, бьют — беги. Вот, мои дорогие, если вам судьба и высшие силы будут давать, обязательно берите. Берите как можно больше. Не переживайте, ничего страшного. Набирайте сколько можете. Потом поблагодарите высшие силы. Если у вас лишнее, с кем-то поделитесь, да, но не теряйте те шансы, возможности, которые вам идут по судьбе. Шансы идут прекрасные. Тут прям ресурсность на вас сыпется, огромная корзина. В этой корзине есть все. Все, что нужно для долгой счастливой жизни. Так что, мои дорогие, не теряйтесь. Обязательно убирайте всю эту лишнюю скромность. Она в этом случае вообще никак вам не помогает. Наоборот, только лишь вредит. Так, следующий момент. Я вижу человека, который пытается быть с вами рядом, который пытается о вас заботиться. Человека, который, ну, скажем так, оберегает вас, что ли, да. Человек немножечко... Смотрите как, да. Человек не может показать свои чувства, человек не может показать свои эмоции истинные, да, раскрыть их и показать. Это может быть ваш муж, может быть ваш любимый человек, а может быть человек, с которым вы познакомитесь. Здесь идет момент, что вот вы одно сердце, да, одно сердце, но ваша половинка намного больше. И половинка мужчины, она, ну, более компактная, да, и он пытается вас... ограждать от всяких неприятных моментов. Понимаете, здесь мужчина-хранитель идет, хранитель, помощник, надежное плечо. Да, не всегда он романтик, да, не всегда он умеет проявить свои чувства, но тем не менее мужчина, который будет вас оберегать и защищать. Вам по судьбе, вам дар такой мужчина идет. Это не просто так человек, да, первый встречный, с кем вы встретились и познакомились. Это человек именно по судьбе, который будет вас любить, оберегать, хранить, холить, лелеять, да, защищать вас будет. И может, он не будет очень активный в проявлениях своих чувств, да, вот знаете, есть такие болтуны, люди, которые очень много говорят, а по факту ничего не делают, а это именно человек дела идет в вашу жизнь, это замечательно. Но если этот человек уже с вами рядом, значит, будет более активно проявляться в плане того, что будет за вас, прям, как говорится, и душой, и телом. У вас вообще хороший знак на вас выходит, это дельфин, который... Ну, знаете, как вы смотрите в свою сторону, вы смотрите в своем направлении, то есть вы себя любите, вы о себе заботитесь, и это замечательно. Ну, а мужчина, как бы он такой, знаете, он рядом с вами суетится. Если смотрит гадание мое мужчина, то... понимаете, что в вашей жизни появится именно такая женщина, которая для вас станет просто всем. А вы будете ее рыцарем, ее защитником, ее мужем, и будете ее оберегать. И знаете, это бесконечно, потому что здесь восьмерочка, знак бесконечности вышел. Бесконечная любовь до конца. До конца вы вместе, вы в паре, вы счастливы, у вас все замечательно. Так.
Еще и здоровье. Я вижу человека, который идет в вашу жизнь для того, чтобы с вами чем-то поделиться. Человек может поделиться с вами чем угодно. Может быть, поделиться деньгами, может быть, поделиться, не знаю, там, наследством, может быть, поделиться знаниями, да. То есть человек, который с вами будет делиться и разделит с вами какой-то определенный, ну, важный, да, важный аспект. Вы вместе с этим человеком что-то создаете, делаете, там подкова вышла. Подкова — это знак успеха, плюс еще такая огромная морковка выросла. То есть здесь и успех, и достижение, и результативность, все у вас будет. Но как-то в симбиозе с другим человеком, потому что человек вас этому всему научит, обучит, даст вам, я не знаю, там, инструменты в руки, да, вот что-то вам вложит, мысли хорошие в голову, вместе с кем-то вы чего-то добиваетесь, причем конкретного. Так, еще я вижу верного друга, либо человек, который вот это новый человек, это не существующий сейчас. Совершенно новый человек идет в вашу жизнь, чтобы стать вам верным другом, надежной подругой. Человек, с который будет с вами просто, я не знаю, там и в горести, и в радости разделит с вами все. Все, причем бескорыстно, без какой-то задней мысли. Человек надежный, человек помощник и человек, который будет вас дополнять. То есть вы как две половинки, но вот в дружбе, да, вы друг друга дополняете. То, что есть у вас, не хватает этому человеку. И то же самое, ну, то, что есть у того человека, не хватает вам. Вы будете делить вы будете своей жизни между друг другом. Это замечательно. Такие друзья, они всегда нужны, важны и они верны. Знаете, как вы узнаете этого человека? Будет выше вас ростом. И тут, кстати, без гендера вышел человек, то есть это может быть как и мужчина, так и женщина. Но, еще раз говорю, надежный друг, такой, знаете, раз и навсегда. Замечательный дар, потому что не каждому дано, не у каждого в жизни есть вот такой настоящий преданный друг, товарищ и партнер. Так, ну в целом, что я хочу вам сказать, мои дорогие, у вас... Да, самый главный и большой дар, который идет в вашу жизнь, это чистая искренняя любовь, это счастье. Здесь полная чаша вышла, полную чашу, которую вы разделите со своим любимым человеком и со своими, например, близкими детьми, потому что у вас круг вырисовался. Здесь есть люди, которые за вами стоят, с которыми вы делите свое счастье, делите свой очаг, кров. То есть здесь главный дар — это и есть та самая настоящая искренняя любовь. Не фыркайте, не говорите, что нет, зачем мне это нужно. Поверьте, когда есть настоящая искренняя любовь, энергия любви, она притягивает и энергию денег, энергию достатка, энергию здоровья, энергию счастья. У вас полная чаша, дом полная чаша, полнейшая, понимаете? И счастье в доме, долгая счастливая жизнь. Вот такие дары вам приготовила судьба. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.